Жительница столицы Диана Лю пришла в управление ГНС Октябрьского района оплатить налоги. Как законопослушный гражданин, она знает, что своевременная уплата налогов важна для государства. Сотрудники налоговой разъяснили Диане, какие документы ей необходимо предоставить. Впервые оплачиваю налоги, начали оплачивать страховые взносы за наших работников. Оплачивала страховые взносы, подоходный налог и пенсионные накопления, накопительный фонд. Было немножко сложно, потому что сначала потаскали по кабинетам, но это так всегда. В принципе, ничего сложного, главное прийти, здесь все подскажут, расскажут. Как сообщил начальник управления местных налогов Государственной налоговой службы Муратбек Джамакеев, за прошедший период 2023 года 50% населения уже уплатили налоги за движимое и недвижимое имущество. То есть за придомовый участок по городу Бишкек ставка составляет 150 сомов плюс корректировочные коэффициенты за одну сотку. То есть если у гражданина есть участок, скажем, 4 сотки, и коэффициент зональный 1, то есть умножается 150, умножается на 4 и умножается на 1, получается 600 сомов он должен заплатить. Налоги за движимое имущество рассчитываются по объему двигателя автомобиля. Для удобства граждан на сайте налоговой службы есть специальный калькулятор. Здесь необходимо указать объем и вид транспорта и срок эксплуатации, после чего калькулятор выдаст готовый расчет. Уплата налога за движимое имущество не касается владельцев электромобилей. У кого, например, по городу Бишкек имеется квартира свыше 80 квадратов, а также дом свыше 150 квадратных метров. То есть гражданин, у кого меньше, например, 76 квадратов квартира, тот не уплачивает. При этом, если у гражданина есть 3 квартиры, скажем, один 50 квадратов, другой 70 и третий 80, он по своему усмотрению принимает одну квартиру к зачету, то есть остальные за 2 должен платить. В целом, гражданам даже не обязательно посещать налоговую службу для уплаты налогов. Все это можно сделать через личный кабинет на сайте sti.gov.kg. Все задекларированное имущество, за которое необходимо внести налоговые выплаты, уже указано вместе с необходимой суммой. Там прям по машина такая-то год у нас все есть, то есть информация с ГПУ у нас уже есть. То есть у гражданина сколько машин, какой объем, прям расчеты показано, сколько он должен заплатить. И просто ставит галочку, за какую машину, код оплаты подтверждает, ему выходит код оплаты, и он прям не выходя может оплатить. Налоговая напоминает, что до 1 сентября гражданам необходимо оплатить налоги на свое имущество. За неуплату налогов налагается штраф в размере 1000 сомов для физических лиц и 5000 сомов для юридических лиц. Саймах Мусаев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.